А ну-ка, Пипия, на твоем родном языке, скажем тебе, ты искал, где грузины в Курской области. Не тревожься. Ты только скажи, где находишься. Мы сами придем. Только скажи. Русским, хорошим русским в кавычках, которые выступают сейчас на разных международных аренах, пришлось считаться с Украиной. Однако они усилили все вот эти методы гибридной войны против Кавказа в целостности. В отдельных случаях против Ичкерии, Грузии и разных кавказских государств и народов. Методы все те же самые, тоже лицемерие, тоже фарисейство, те же обманы. К сожалению, у них большие ресурсы, и эти ресурсы они используют. Президент Грузии, демократически избранный президент, это были первые и последние выборы, когда демократическая страна во всем мире проголосовала за своего национального лидера больше, чем 90%. На Кавказе нам надо уже четко, запланированно, со своими боевыми подразделениями, опытами и также политическим кругом общаться тесно. Это уже надо нам, потому что скоро начнется на России распад. Дезинформация, провокационные акции, многоходовые гамбиты, которые, к сожалению, достигают своей цели и мешают нам всем достичь общей цели, которую еще в 90-е зародили наши герои Джохар Дудаев и Зviad Gamsakhudia, царство им небесное, а также многие те, которые отдали жизнь за свободу как своих народов и государств, так и за свободу всего Кавказа. Приветствую зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. Суть нашей конференции в том, что геополитическая ситуация сейчас, как нам всем известно, во всем мире, она очень изменилась. Стали очень актуальные вопросы, те, о которых все народы Кавказа в свое время кричали. К сожалению, у нас никто не слышал. Ни чеченцев, ни грузинов, ни других народностей. Однако война в Украине, она изменила правила игры, можно так сказать. В том плане, что европейцы наконец-то начинают понимать всю опасность вот этого русского мира, с которым Кавказ уже воюет на протяжении многих веков. Все так же происходит, как это происходило и в Грузии, и в Чечне, и на Кавказе в целостности. Они ничего не меняют. Та же самые методы гибридной войны, которые они используют и в Украине, и против нас, разделяя, властвуя, бросая камни раздора, стравливая друг друга, они продолжают все это делать и как в Украине, так и у нас на Кавказе. Суть вопроса в том, что Украина устояла, Зеленский выдержал все вот эти трудные моменты, которые вокруг Украины сложились. Давление международное, я не буду заострять на это внимание, мы все прекрасно это видим и понимаем. И русским, хорошим русским в кавычках, которые выступают сейчас на разных международных аренах, пришлось считаться с Украиной. Однако они усилили все вот эти методы гибридной войны против Кавказа в целостности. В отдельных случаях против Ичкерии, Грузии и разных кавказских государств и народов, так и в целостности. Что их, конечно, очень сильно пугает. Методы все те же самые, тоже лицемерие, тоже фарисейство, те же обманы. К сожалению, у них большие ресурсы, и эти ресурсы они используют. Как и финансовые, так и те консервы, которые заложены, к великому сожалению, во многих европейских институтах, и они их скрывают. Плюс дезинформация, провокационные акции, многоходовые гамбиты, которые, к сожалению, достигают своей цели и мешают нам всем достичь общей цели, которую еще в 90-е зародили наши герои Джохар Дудаев и Зviad Gamsakhudia, царство им небесное, а также многие те, которые отдали жизнь за свободу как своих народов и государств, так и за свободу всего Кавказа.
Что можно противоставить? Да, вроде сказать, Россия большая, Россия огромная, у них большие ресурсы. Но у них нет одного самого главного, то, что есть у нас. Это вера, честь и правда. И против этих трех элементов они бессильны. Нам нужно лишь чуть-чуть захотеть, чуть-чуть приложить более усилий. В Украине это очень хорошо проявляется. Все те, кто находились в Украине, находятся в Украине, это все прекрасно видят своими глазами. Явным таким примером, да, есть Кавказский легион имени Зуяда Гамсахурдия. Ладо Гамсахурдия является его командиром. Огромное спасибо за присутствие в этой конференции. И с Кавказским легионом сотрудничество всех наших бойцов из разных кавказских подразделений, которые принимают участие. Здесь, в Украине, все понимают, и все вы, которые находитесь за пределами Украины, вносите свой вклад в освобождение Украины. Украина сейчас воюет не только за свою свободу, но и за свободу во всем мире. И мы, как никто, понимаем стоимость этой свободы. Потому что, если бы услышали бы нас, чеченцев в свое время, столько жертв не было бы. Однако, не будем цепляться за прошлое, но это ничего не даст, мы лишь потеряем время. Слава Богу, что европейцы сейчас как-то очнулись от этого. В большей, меньшей степени начинают понимать и начинают приходить более в такую ситуацию, когда они больше становятся на сторону правды, да, так можно сказать. Я верю в то, что все наши бойцы и все мы, которые так болезненно приняли ситуацию братского народа украинского, встали плечом к плечу и защищали интересы не только украинцев. Здесь я хочу привести пример слова Джахара Дудаева, Царство ему небесное, что за трусость отцов платят дети рабством. Мы здесь все для того и боремся с этим угнетателем, чтобы ничьи дети не были рабами. И потому правда на нашей стороне. И я уверен, что такое усилие, которое мы все предлагаем, и наши бойцы, которые на передовых героически сражаются против агрессора, еще больше усердия приложим, когда будет речь о освобождении всего Кавказа в целостности. У нас нет ближе друг друга никого. И мы не должны ждать, там, что скажет Европа или Америка или Британия. Да, хотя их поддержка для нас очень важна, и это очень хорошо отразится и ускорит суть нашего дела. Однако мы есть друг у друга. И в этом наша сила. Наша сила в единстве. Даже вот эта ситуация, я хочу выразить искренние свои соболезнования ингушскому народу. Не только ингушскому народу, но и всему Кавказу с этой трагедией, которая случилась с маленьким ангелочком Хизиром. И боль, которая для нас всех это еще Всевышний дал нам понять, насколько мы близки друг к другу. И пусть Всевышний дарует терпение и силы его семье. Это показало, насколько для нас это все больно. Мы можем, мы сможем, мы освободим Кавказ. Нужно только, как говорил Омар Хайям, тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей, а никто не хочет 1000 причин. Раз мы так ревностно, с такой четкостью, сплоченностью помогаем Украине, то мы сделаем еще больше для освобождения нашего Кавказа. Я в это верю. И суть этой нашей конференции в том, чтобы найти пути, стратегии. Цель у нас одна. Это освобождение наших народов, наших государств и свободу всему Кавказу. Есть вопросы, которые являются дискуссийными в векторе, направлении, стратегии. И в дискуссии является истина. Как только мы будем коммуницировать, мы принесем, с позволения Всевышнего, больше благ для того, чтобы побыстрее достичь нашей цели освобождения Кавказа. Ваше мнение очень важно, очень ценно. Тот опыт, который каждый из вас прошел. Во второй части мы поговорим о видениях, как это можно сделать. Да? Сейчас я хочу передать слово уважаемому
Ахмеду Закаеву. И я не могу здесь не отметить тот вклад, который уважаемый Ахмед внес вместе со своей командой в это дело. Что стоит только сказать о ичкерийских паспортах, которые удалось уважаемому Ахмеду с его командой привести в действие. И сам факт частичного признания этих паспортов принес благо и улучшил ситуации вокруг многих наших чеченских братьев и сестер. Дай Бог, чтобы в скором будущем эти паспорта признали во всем мире. Уважаемый Ахмед, вам слово. Спасибо, дорогой Михаил. Я приветствую вас, всех участников нашего круглого стола. И в первую очередь хочу искренне поблагодарить организаторов этого форума. Я действительно признателен и благодарен, что сегодня, в этот ответственный момент в истории наших народов, что есть такие люди, как вы, которые озабочены будущим не только своего народа, но и будущим народов всего Кавказа. Я искренне вам признателен и благодарен. Спасибо большое вам, Ладо Гамсахурди и всем тем ребятам, которые сегодня находятся на передовой вместе с чеченцами, с украинцами и с другими нашими братьями с Кавказа и до всего, и со всей России, имперской России, которые сегодня именно из-за войны в Украине почувствовали возможность заявить о себе, потребовать и вернуть себе право, которое дано Всевышним им, на право на самоопределение, на свою государственность, право, которое дано им международным сообществом, которым руководствуются все цивилизованные страны. И поэтому сегодня, когда мы говорим о Кавказе и о судьбе народов Кавказа, это исключительно важно, чтобы мы взглянули в нашу историю, что было, и почему нашему врагу все эти века противостояния, кровопролитных войн, геноцидов наших народов, все равно удается сохранять влияние на Кавказе, влияние на наши народы. Это делается это настолько очевидно все, почему и как. И никто велосипед не изобретает. Это старый принцип, опробованный всеми империями, разделять, чтобы властвовать. И вот по сей день этот принцип сохраняется. И, к большому сожалению, империя никогда от этого принципа не откажется, потому что это и есть суть существования любой империи. Это расширение влияния, оккупации народов, оккупации территорий, использование их ресурсов и, конечно же, использование представителей колонизированных народов в новых войнах, новых захватнических войнах. И вот этот принцип мы видим сегодня воочию, сами мы на себе это чувствуем, мы это чувствовали. Когда начались события в Грузии, там появились на стороне наших противников, исконного врага Грузии и Кавказа, на стороне России появились чеченцы, ингуши, другие представители народов. Когда началась война на Кавказе и, в частности, в Чеченской республике, и далекую Кавказскую войну, когда Россия только расширяла свое влияние и распространяла свое влияние, договор, заключенный, Георгиевский трактат, так называемый, это являлось предательством народов, которые продолжали свою войну и свою борьбу за независимость, за целостность и за свободу всего Кавказа. И сегодня, когда мы говорим о будущем, мы должны исходить из того, что мы и какие уроки мы извлекли. В недавнем будущем, в недавнем нашем прошлом, царская империя – это геноциды наших народов именно благодаря тому, что они заполучили как плацдарм Грузию, в последующем заняли весь юг Кавказа и разделили Кавказ искусственно на южный и северный. Кавказ – это единый организм. Кавказ – это единое целое. И народы, заселяющие эту страну, у них общая судьба, общность идей, общность религии. Очень много всего, что нас объединяет сегодня. Нас все объединяет, даже наши религиозные различия, они являются не фактором разделения и противопоставления, а фактором, который расширяет нашу возможность, мировоззрение, кругозор. И это должно быть использовано на благо наших народов, но не во вред нам. Поэтому сегодня, когда Михаил или другие ребята, которые находятся в Украине, говорят
о Кавказе, заявляет о необходимости единства, это очень отрадно. Я со своей стороны всецело поддерживаю эти инициативы. Я знаю, что нам очень многое предстоит делать, потому что мы знаем, как только начинается разговор о единстве Кавказа, сразу же люди, которые проявляют эту инициативу и начинают над этим работать, они становятся жертвами. Я не буду углубляться в историю наших взаимоотношений с Грузией, с Кавказом, с представителями кавказских народов, с Россией. Возьмем недалекое наше прошлое. 90-е годы, когда распадалась Советская империя. Я не хочу специально, я ухожу от того периода, когда распадалась царская Россия, что происходило на Кавказе. Мы возьмем то, что у нас на памяти, и это недалеком прошлом. Это вот сейчас перед нами мы выросли на этих трагедиях, которые испытали наши народы. Когда распадалась Советская империя, первые страны, которые заявили о своей свободе и независимости, Грузия, Чеченская республика и ряд других республик. Ряд других республик, которые были готовы подписать СНГ. Они хотели сохранить эту сферу и эту систему. Они подписали, но были те, которые не хотели этого сделать. И среди них была Грузия, которая первая изначально заявила о том, что Грузии национальный суверенитет превыше всего. И вот с этого момента президент Грузии, демократически избранный президент в мире, это были первые и последние выборы, когда демократическая страна во всем мире проголосовала за своего национального лидера больше, чем 90%. Да, мы сегодня знаем, в мире есть страны и государства, которые нам после выборов заявляют о том, что 90%. Но мы знаем, какие это страны. Это Северная Корея, это Россия, это и ряд других тоталитарных режимов, Китай и другие. Но в демократическом мире нет ни одного демократического государства, которые выборы были выиграны вот с таким перевесом. И что произошло буквально за год существования этого государства, как независимого, сумели, используя всю свою технологию, которая была насажена на ментальном уровне среди всех покоренных народов, все эти годы своей советской системы, они раскололи грузинское общество и совершили государственный переворот. И то же самое произошло с Чеченской республикой. Что сделали с Азербайджаном? Азербайджан и Армения. Нагорный Карабах, исконная территория Азербайджана, были поставлены под сомнение и развязали брутальную, жестокую войну между армянами и азербайджанцами. И эта ситуация сохранялась до практически сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. И мы все на самом деле являемся жертвами. Но сегодня мы все народы и так называемые страны Южного Кавказа, Северного Кавказа, мы должны объединить наши усилия. Мы должны понять главное, что пока в целом не освободится Кавказ, влияние России не закончится. Значит, те провокации, направленные на раздор, направленные на дестабилизацию региона с тем, чтобы в мире мы предстали дикарями, варварами, неспособными сосуществовать с другими соседними государствами, будут создаваться именно этот имидж. И поэтому сегодня, отбросив все наши обиды исторические, современные, на психологическом уровне воздействия, которое оказывалось на нас. Надо это все отбросить и заявить о том, что Кавказ един, и Кавказ – это единый организм. И мы будем бороться до последнего дня, пока все народы, которые находятся на Кавказе, живут в этом регионе, не будут свободны, и им не будет предоставлена возможность определять самим свою судьбу, свое будущее. Я уверен, что мы сумеем это сделать. 27 июня 2026 года состоялась международная конференция, организованная движением именем Грузии, посвященная будущему Кавказа и перспективам построения свободного, мирного и независимого региона. В работе конференции приняли участие представители кавказских народов, общественных и политических организаций, национальных ассамблей,
правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, а также представители Азербайджана и Грузии. Встреча стала важной площадкой для открытого диалога между силами, объединенными стремлением к мирному, демократическому и свободному будущему Кавказа. Приветствую всем, приветствую дорогие гости, приветствую пани Ахмед, приветствую пани Ибрагим и всех. Я, наверное, чуть-чуть отойду сейчас к политической теме, раз уже все поговорили о политике, и практически всем для нас ясность есть для того, чего мы боремся в политических направлениях, что это свобода Кавказа и наше дальнейшее экономическое развитие, единство и так далее. И интеграция вместе с цивильным миром. Но тут я хочу отметить, и очень хорошо и умно сказано пани Ибрагима, господина Ибрагима, который сегодня является президентом Кавказского союза. И очень хорошо отметил то, что будет хаос. Будет хаос на Кавказе, поэтому сегодня Кавказский легион стремится военное крыло упорядочить и дисциплинировать. Также по стандартам НАТО. Да, у нас с 22 года были полевые командиры, были добровольческие войска. Ну, сейчас нам надо, и для будущего Кавказа, надо структуризированные войска, которые четко подчиняются в иерархии командирования командира и четко будет исполнять свои задачи. И подчиняться тем органам, которые будут управлять переходной период Кавказом. Поэтому мы сейчас практически сдается возможность у нас украинской армии начинать это с отдельных подразделения уровня роты, который не является ротой батальона, а является спецподразделением прямо под командование командира бригады. И это роты командиром являюсь я. Это Кавказский легион. Сначала до 120 человек, который будет практически костяк строиться с командирами отделений, командирами взводов, там 3 взвода, управления, которые есть свой штаб и так далее. Поэтому мы это можем нарастить до батальона, а потом до бригады. Препятствий у нас никакой нету в Украине, с этим все нормально. И переходим из полевого командира, надо вырастить наших офицеров до стратегического уровня. Управление не только одним городом или какой-то километраж поля боя, а целая стратегия боев, антитеррористических операций и сил беспилотных систем, в которых мы сейчас находимся, новые технологии войны, четкие приказы, четкие использование те оружия, которые сейчас будут в будущем армии. И практически мы есть те единицы из кавказских подразделений, которые вошел официально и находится под именем Кавказский легион. Украинские вооруженные силы обучить нас, их доучить до практики на поле боя именно в этом сил беспилотных систем, который нам очень пригодится в будущем. По возможности мы стараемся обучить наших кавказцев, воинов, начинающие управление с этими аппаратами, заканчивающие командование, и будем стараться дальше на офицерском уровне и выше офицерского уровня, выше офицерский уровень введения тех программ, специальных программ, военизированных программ, которые сейчас являются по стандартам НАТО, очень сложные программы, и компьютеризация полностью, технология полностью, это даст нам, эти приложения, это которые дает нас, практически этим управляется поле боя сегодня, и я надеюсь, что наше обучение в этом практике пройдет достойно, и еще надо будет усилить
наших офицеров кавказских, не имеет значения, это грузины будут, чеченцы будут или азербайджанцы будут, которые у нас есть тоже объединенные, и какой-то объединенный макет создавать, как по стандартам НАТО, который сегодня есть там, для Кавказа тоже создавать такие подразделения, которые будут политически управлению подчиняться четко, по законам, без всяких проблем. Это наш мотив, наш цель, у нас это получается. Да, сегодня может быть слабо, завтра еще будут усиливаться это все, будут возможности. И должны наши офицеры не только поле боя воевать, также тыловые офицеры нам нужны, которые будут с политических кругов, которые возглавлять будут перемены Кавказа, тогда будет постачание вооружения или то же самое экипировка или то же самое финансовый поток в министерстве или подразделение, военном подразделении, которое будет существовать на Кавказе и на которого будет опора сделана. Эти тыловые офицеры должны знать и финансовые потоки, и бухгалтерия, образованность должен быть на высшем уровне, что могли освоить и правильно распределить под подразделением, под четким приказом, под четким документациям юридически, как полагается стандартам НАТО. Наверное, вы понимаете, я знаю и уверен, что вы понимаете, о чем я хочу говорить. Нам нужны кадры, больше кадры. Не только войны, если они войны, все равно дисциплинированные войны. Потому что военный хаос мы будем совершать большие ошибки, если у нас будет военный хаос. Поэтому это должен быть структура обязательно четко построена. Мы это в силе делать, и практически мы этим занимаемся, и практически все хорошо идет на этом направлении. Я вижу, что в будущем, когда сейчас уже в Крым видим, какая ситуация в Крыму, люди бегут, как мы видим, как в оккупационных территориях происходит ситуация, я думаю, долго не потянет Россия, начнутся внутренние бунты. И как раз я приотвернусь словами господина Ибрагима, что это сейчас надо уже нам думать, больше надо уже видеться, не только в видеоконференции, и видеться, и подумать, если мы хотим не только останавливаться в Грузии, когда восстановить территориальную целостность, или Молдова, на этом, если мы смотрим на Кавказе, нам надо уже четко, запланированно, со своими боевыми подразделениями, опытами и также политическим кругом общаться тесно. Это уже надо нам, потому что скоро начнется на России распад. И что другие силы, которые сейчас имеют просто финансовые деньги или и еще которых подрастили там России, что сразу не оказались в тех местах на Кавказе, которых мы претендуем управлять Кавказом, и у нас есть свои видения, и управлять с нашими странами, ну, я имею в виду, совместно будем, все мы претендуем для того, чтобы наши страны поставить на ноги и быть свободными. Поэтому, что нас не перехитрили, так грубо говоря, и не поставили там тех людей, мы боремся годами, а там поставят уже тех людей, которые опять нужен врага. И я уверен в том, что уже подрастается и есть такие люди, которые, ну, по Грузии скажу, что есть в оппозиции. Это люди, которые хотят взамен при Иванишвили поставят там во власти, и что мы боролись, практически нас подвинут. И практически это уже, это такой процесс работает, но мы еще держимся на наших силах. Где их ресурсы, а где наши ресурсы. Поэтому нам надо, мы надеемся, поддержку Ичкерии, власти Ичкерии, также поддержку со стороны Народного парламента Азербайджана, Ингушского и всех. Потому что знаем, что если с Грузией не начнется порядок, и Армения и Азербайджан уже практически решили свои проблемы в международном уровне, и в военном плане тоже завершился все, и остался только на Южном Кавказе Грузия. Грузия как восстановит свою территориальную ценность и укрепит свою территорию, суверенитет, тогда уже будет возможность, или параллельно будет уже возможность
думать о Чечне. Тут у меня такое видение по поводу Северного Кавказа, я 2 слова скажу, не буду отнимать время. Северный Кавказ самый активный, и которого есть шанс, исходя с тем, что мы разговаривали на украинском политическом, выше поставленных людей, украинской политики, и пан Ахмед тоже там был, и Литве, Латвия и Молдавия, когда я встречался с президентом Майя Санду, госпожой, тогда у меня осталось такое впечатление, что из Северного Кавказа большой шанс, и видно это на международном уровне, есть в Ичкерии, потому что оно признано практически, и в Украине тоже, и в Грузии тоже, которая была основа. И второй республика – это Черкесская республика, которые боролись за это, и черкесы подавали правильнее все документальные исторические документы и добились того, что геноцид признал украинская сторона. Также и Грузия признал геноцид. Так что это 2 страны ключевые Северного Кавказа, которые первые могут уже какие-то контуры имеют и международные признания имеют. Поэтому хорошо было бы, что ингушского народа поддержат, помочь, что ингушский народ и те люди, которые претендуют в будущем демократическом и свободном Ингушетии прийти к власти, работать больше на международном уровне, объединить свои силы среди народов Ингушии и добиваться какое-то признание, больше признания. Не то, что был в Украине. В Украине был первый шаг, но это недостаточно. Еще надо дальше продвигаться в этом направлении. То же самое и Дагестана касается. И думаю, что если еще какой-то помочь надо из Грузии и Чечни, я думаю, мы поможем их, что они тоже подняли свой голос в международном и больше четко видны были их планы, их борьба за свободу, как видно Ичкерия везде, как видно черкесов везде. Ну, это было бы очень хорошо, и я думаю, что мы в этом тоже поможем, чем можем. И время не ждет. Думаю, что Литва, Латвия и Польша надо, что признали тоже, хотя бы прибалтийские страны очень нас поможет в борьбе, когда признают они ичкерийскую независимость, уже там и пан Ахмед уже по этому поводу работает, и это очень хорошо. Если надо наше подключение, где-то мы с удовольствием поддержим со стороны Грузии. И черкесский геноцид. Хорошо было бы, что Латвия и Литва сейчас начал работать на то, что это все равно европейские страны, и нам очень нужно признание европейских стран. И нам надо показать еще один момент, что хорошо было бы, что в центре Брюсселя мы вот тем количестве, не количестве, тех количестве национальностей с Кавказа показали очень аккуратный. Или акция до 500, до 1000 человек, где будут все кавказские флаги, из грузинские флаги, чеченские флаги, и показать наш уровень проведения пресс-конференции, это будет, конференция будет или акция будет. И еще раз сердце с Европы показать наше намерение, какой мы хотим Кавказ, и что мы боремся еще за свободу. Уважаемые друзья, сегодня я предлагаю научную и политико-правовую концепцию будущего Кавказа, по нашему мнению, разумеется. Кавказский союз – это проект, не проект конфликта, это проект мира, справедливости и будущего. Моя миссия как исследователя и специалиста в области государственного права и геополитики – сформулировать политическую концепцию будущего Кавказа. Мой долг, как ученого, разработать правовую основу деоккупации Кавказа, предложить модель организации региона и создать юридические механизмы, способные обеспечить устойчивый мир в Кавказском регионе. Мы должны не просто мечтать о будущем, мы обязаны создать правовые и политические инструменты, которые сделают это будущее возможным.
главная идея. Кавказ должен стать пространством свободы, сотрудничества, безопасности и справедливого мира. Я слушал вас, и ни у кого не возникло вопроса, почему Кавказ должен объединяться. Ответ заключается в самой истории. На протяжении тысячелетий народы Кавказа жили рядом, взаимодействовали, торговали, воевали сами за себя, а иногда вместе сражались с агрессором, а иногда вместе против общего врага. Чтили нравственные нормы, благородные традиции, оказывали взаимопомощь и уважение. Вот таким примерным образом сформулировались лица кавказской национальности у кацапского убогого мира. Так. А у мировой общественности, как называется, так и назывался, кавказская цивилизация. А на благородных традициях и на гуманных ценностях родилась кавказская цивилизация. Она теперь переродилась, представители которого теперь могут называться кавказским суперэтносом. Этот термин «кавказский суперэтнос» гордостью будут носить Кавказ. Речь не идет о создании новой национальности, речь идет о существовании единой цивилизации, объединяющей десятки народов, языков и культур при сохранении ими их полной самобытности. Именно тысячелетие существования кавказской цивилизации объясняет, почему идея объединения Кавказа возникает вновь и вновь, независимо от политических катаклизмов внутри и геополитического дипломатического игнора вовне. И у меня есть политический вывод. Если научной реальностью является кавказский суперэтнос, то его естественной политической формой становится Кавказский союз. Лучшим статусом для свободного народа является государственный суверенитет. Лучшей системой защиты этого суверенитета является конфедерация. Поэтому предлагается создать конфедерацию Кавказского союза. Надо отметить, что это не копирование чужих моделей. Европейский союз появился сравнительно недавно. Кавказская цивилизация значительно древнее. Наши формы взаимодействия складывались веками, поэтому Кавказский союз должен опираться прежде всего на собственные исторические традиции, дополняя их гуманистическими ценностями, нынешними принципами и нормами международного права, устава ООН и так далее. Цель Кавказского союза, это главная цель проекта, это превратить Кавказ из региона постоянных региональных и геополитических конфликтов в пространство солидарности и глобального мира, сотрудничества и международного партнерства между Европой, Ближним Востоком, Центральной Азией и Каспийским регионом. Почему необходима новая модель? На протяжении столетий Кавказ оставался ареной соперничества империй, зоной искусственно создаваемых и поддерживаемых конфликтов, регионом постоянно нестабильной безопасности. Существующая система показала крайнюю неспособность обеспечить долгосрочный мир. Следовательно, необходима новая архитектура регионального и мирового сотрудничества. Кавказский союз создается на основе права народа на самоопределение, государственного и народного суверенитета, конфедерализма, демократии, верховенства международного права, равноправия всех народов, защиты прав человека, мирного разрешения всех конфликтов, распри и споров. Юридической основой будущего Кавказского союза, как мы представляем себе, станет Хартия вольностей Кавказского суперэтноса. Она закрепит в данной хартии основные права народов, принципы конфедерации, систему органов власти, гарантии безопасности народов, международно-правовые обязательства. Насчет международных инициатив. Кавказский союз предлагает создание Международного трибунала защиты мира, признание ядерного шантажа международным преступлением, введение механизма превентивной международной ответственности,
государственных лидеров, развитие международных гуманитарных миссий, создание системы предупреждения вооруженных конфликтов. Международное значение. Создание Кавказского союза позволит стабилизировать один из наиболее сложных регионов мира, значительно снизить вероятность вооруженных конфликтов, укрепить международную безопасность, создать новый центр сотрудничества между цивилизациями Европы и Азии. Кавказский союз – это проект будущего, это выбор мира, места войны. Мы предлагаем международному сообществу поддержать создание на Кавказе пространства свободы, справедливости и устойчивого мира. Убежден, что 21 век способен стать веком не разделения народов Кавказа, а добровольного сотрудничества на базе свободы, суверенитета и уважения. Спасибо за внимание. Двигаться нам вместе. Мы на одном кавказском корабле. Вот у вас свое видение, у меня свое. Ну, пройдем к общему консенсусу. Консенсус. Я начну. Сегодня я представляю программу деоккупации, галгайче и восстановления прав нашего коренного народа. Первый и самый важный шаг на этом пути – это возвращение нашей подлинной исторической идентичности. Мы официально заявляем, наш народ – это дзурдзуки, аланы, известные сегодня как галгай. Внешний ярлык ингуши и как барану наклеенный номерок 06 мы никогда не носили. Это все принес нам русский мир и Россия. Он был навязан колониальной администрацией по названию старинного села Ангушт. Вы, наверное, в курсе, в 17 веке кучка вскормленной интеллигенции с каждого народа Кавказа были с ними подписаны добровольные соглашения о вхождении в состав России. Вот тогда было дано это название ингуш. Такого народа нету, как ингуш, это ярлык. Которое впоследствии, это же всего цинизм, да, дважды было аннексировано и переименовано в Тарское. Более того, мы разоблачаем исторический подлог соседнего этноса, присвоившего имя Алан. В их же собственном языке наш народ до сих пор называют Макалон, что прямо доказывает, кто является истинным наследником Алании. Наша цель – закрепить имя Дзурдзуки, Аланы и Галгай на международном уровне. Деоккупация и самоопределение. Переходя к правовой и практической части программы, мы выделяем два ключевых этапа. Первое – это полная деоккупация. Мы требуем безоговорочного вывода всех регулярных войск Росгвардии и органов ФСБ с территории республики. Вся военная инфраструктура должна быть ликвидирована, а порядок на переходной период перейдет к нашим мехкапхега. Мехкапхега – это как парламент народный. Те, кто знает наш язык, это понимают. Вот. Второй момент – это суверенное строительство. На основе наших традиционных институтов самоуправления народ Дзурдзуки, Аланы, Галгай реализует право на самоопределение. Будет принята новая суверенная конституция и проведен общенациональный референдум. Третий раздел моей программы – это территориальная реабилитация. Главный акцент на этой реабилитации. То есть программа бескомпромиссное возвращение наших исконных отторгнутых земель, начиная с 1944 года и последующий 1992 год. Первое – это немедленное возвращение под нашу юрисдикцию колыбели нашей идентичности села Ангушт. Второе – безоговорочное возвращение древнего исконного города Буро, который Российская империя захватила и принудительно переименовала во Владикавказ. Есть Владей-Восток на Дальнем Востоке, да, владеть Востоком. На Кавказе есть Владей-Кавказ. Это было сделано Российской империей для усиления русского мира на Кавказе. Сапога, точнее. Для удержания контроля над Кавказом и охраны русского мира. Вся историческая территория Буро подлежит деоккупации. Третье. Полная реинтеграция пригородного района и 22 исторических сел, которые сегодня насильственно удерживаются в составе Северной Осетии в нарушении закона о реабилитации репрессированных народов от 1991 года.
мы обеспечим безопасное и достойное возвращение всех потомков, вынужденных переселенцев в Буру-Ангуш и пригородный район, за исключением тех, кто прикидывается из моего народа. Потому что в моем народе есть те, которые носят фамилии, говорят на моем языке, но не являются представителями моего народа. Они как, в общем, пятая нога, пятая колонна. В заключение, ущерб и международная солидарность. В завершении программы мы заявляем о необходимости фиксации колониального ущерба. Создается национальный трибунал для расследования преступлений депортации 1944 года, этнических чисток 1992 года и всех беспредельных так называемых террористических операций и внесудебных казней, проводимых Россией по сегодняшний день на территории Галайчи. Будет сформирован жесткий реестр утраченного имущества для истребования полной материальной компенсации и репараций. На международной арене мы берем курс на выстраивание прямых связей с признающими нашу борьбу государствами. То есть те государства, которые нас признают, мы с ними выстраивать будем отношения. И наша финальная цель – это полноправное участие Галайчи в строительстве нового свободного конфедеративного Кавказского союза. Баркал за внимание.